Правительство Якутии на очередном заседании утвердило первую в этом году корректировку республиканского бюджета. Это вызвано в первую очередь с уточнением расходов на софинансирование социально значимых направлений. Всего в этот день на заседании рассмотрели 18 вопросов. Более подробно расскажет Александра Хлопкова. Общий объем доходов госбюджета республики составил более 137 миллиардов рублей. Дефицит бюджета – 12 миллиардов 700 миллионов 43 тысячи рублей. Такие показатели представил на заседании правительства министр финансов Валерий Жандоров. В расходной части мы предусматриваем первоочередные социально значимые расходы. В первую очередь мы предусматриваем тот минимальный, необходимый оптимальный уровень софинансирования для участия в федеральных целевых программах. Ну и кроме того, мы предусматриваем в том числе и расходы, самые большие, конечно, поступившие на проектирование строительства перинатального центра в размере 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Следует сказать, что объем доходов бюджета республики увеличен на чуть больше 3,5 миллиардов рублей. Также в республику поступили средства от продажи 7% акций компании «Алроса». Они осенью поступили в компанию «Рейк Плюс» и были утверждены основные направления к расходованию, которые связаны, такие важнейшие направления, это переселение граждан из аварийного жилья, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, транспортно-энергетической системы и строительство социальных объектов. Большая часть их уже реализуется. Процедурный вопрос, который проводит компания с точки зрения заключения соглашений по реализации этих проектов, они реализуются в этом году. В этот день Кабинет министров также принял проект закона о наделении полномочиями муниципальных органов власти в сфере обеспечения деятельности специальных коррекционных образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями. Таких школ в республике 22, где обучаются и проживают в интернатах более 2000 школьников. Если раньше госбюджет обеспечивал одеждой, инвентарем и другими принадлежностями только детей-сирот, то согласно новому законопроекту ежегодно определенная сумма будет выделяться всем воспитанникам интернатов. Кроме детей-сирот, дети, которые проживают в интернате во время обучения, они тоже будут обеспечиваться, как и дети-сироты, не только питанием, как раньше было, да, но также и одеждой. Законопроектом утверждаем нормативы одежды на год. Это примерно где-то в районе 75 тысяч в год на одного ребенка. В этот день правительство Якутии рассмотрело и одобрило проект постановления, учреждающий сетевое издание «Официальный интернет-портал правовой информации республики». Новый ресурс обеспечит официальное опубликование правовых актов, свободный, бесплатный и круглосуточный доступ. Также граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь в разделе «Онлайн-консультация». Портал будет доступен по ссылке право.саха.gov.ru. Александра Хлопкова, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутия.